Друзья, привет! Снова мы, снова с той же самой темой «Люди Писания». Смотрим на Бога, смотрим на людей, с которыми Он встречался, смотрим на их взаимоотношения, через это чему-то учимся. Знаете, в прошлом видосе мы начали тему, которая посвящена огромной прослойке людей того времени, когда был Иисус Христос. Это были люди религиозные, фарисеи и саддукеи. Еще про них написано, что это были законники, то есть это учители закона. И знаете, я хочу вам сказать, и это правда, если вы прочитаете все Евангелия, вы увидите, что Иисусу практически эти люди не нравились. Ну даже не так. Иисусу не нравилась их жизнь, их поведение, их отношение к Богу, к людям. И ему не нравилось, что они заняли позицию учителей Израиля. На самом деле Иисус не одобрял их поведение, их поступки. И я хотел бы, чтобы мы посмотрели сегодня, что именно не нравилось Иисусу и что именно Он не одобрял. Для того, чтобы мы не попадали в эти капканы, для того, чтобы мы не были похожи на этих людей. Нам надо каких-то вещей остерегаться в нашем путешествии за Господом Иисусом Христом. Нам надо держаться крепко Господа Иисуса Христа и стараться на этом пути избегать всеразличных ловушек, которые пытается выстроить для нас там враг наш, или кто-то говорит, жизнь строит эти капканы, неважно. 23 глава Евангелия от Матфея. Иисус сказал народу и своим ученикам: учители закона и фарисеи заняли место Моисея. Моисей — это был мужчина, который обучал, или через которого пришли законы. Это был человек, через которого пришел закон для Израиля. И пришли, скажем так, правила отношений между Израилем и Богом. И эти люди, они заняли место Моисея. То есть они решили обучать народ. Они решили обучать, наставлять народ в этих законах. Поэтому вы должны делать все, что они говорят, но делам их не подражайте. Потому что они проповедуют одно, а делают другое. Они взваливают на плечи людей непомерно тяжелые ноши, а сами и пальцем не пошевельнут, чтобы хоть чуть-чуть сдвинуть этот груз. Вот здесь Иисус объясняет, почему эти ребята, они ему не нравятся, в чем их неправота. Иисус практически все это разжевывает нам, чтобы мы не были на них похожи. Они все делают на показ, их коробочки становятся все шире, кисточки на краях одежды все длиннее. Им нравится занимать почетные места на пирах и в синагогах. Они любят, когда их приветствуют на площадях и когда люди обращаются к ним: Рави. Вас же пусть не называют Рави, потому что у вас один Рави, а вы все братья. И никому на земле не обращайтесь Отец, потому что у вас только один Отец, который на небе. Пусть вас не называют наставниками, потому что у вас только один наставник, Христос, самый великий из вас, будет вам слугой. Потому что кто возвышает себя, будет унижен, а кто принижает себя, будет возвышен. Друзья, я хочу, чтобы мы сделали для себя некоторые пометки. Если вы из этих видосов что-то выносите для себя, я хочу, чтобы вы 5 пунктов отметили. Я понимаю, что сейчас ты послушаешь, и может быть к концу видео ты о них забудешь. Поэтому сделай где-то пометочку себе. Как минимум 5 вещей, которые в глазах Иисуса характеризовали религиозного человека. Религиозный человек и человек, следующий за Иисусом Христом, это разные люди. Религиозный человек — это человек, который снаружи верующий, как мы уже говорили в прошлом видосе, но его сердце очень далеко от Бога. А настоящий ученик Иисуса Христа — это тот, кто для себя акцент делает не на внешнем, а на внутреннем. На своих отношениях с Богом, на своих отношениях к людям, на своих отношениях к обществу. Итак, как минимум 5 пунктов я сейчас хочу очень быстро в этом видосе озвучить. Первое. Они говорят правильно, но сами не делают того, о чем они говорят. Как часто ты слышишь хороших людей, хороших проповедников, и они говорят классные вещи. Но так важно, Иисус говорил, так важно смотреть на их жизнь и не поступать по их поступкам, может быть неправильным, неблагочестивым. И если они говорят правильно, делать это правильно, но не
вестись на какой-то образ жизни. Некоторые люди, знаете, как вот бывает с нами, мы приходим в церковь, мы приходим в какое-то собрание, и потом вдруг мы сталкиваемся, например, с тем, что мы встречаемся с такими людьми. Они говорят правильно, а поступают неправильно. Они проповедуют красиво, но их жизнь не соответствует тому, что они говорят. Иисус не говорит: разочаровывайтесь в церкви. Он не говорит: разочаровывайтесь в Боге. Все вокруг лицемеры. Нет. Он говорит: если увидели даже эти вещи, просто не поступайте по их делам. Делайте то, что они говорят из Слова Божьего, но не подражайте их образу жизни. Как часто, знаете, в последнее время, наверное, это тенденция повсеместная. Я встречаюсь с этим постоянно. Я встречаю людей, которые не ходят ни в какую церковь. И они говорят: да что там вокруг лицемеры? Говорят одно, делают другое. Я не буду ходить ни в какую церковь. Я разочаровался. Я разочарован в верующих. Я разочарован в пасторах. Я разочарован в служителях. Друг дорогой, Иисус, к сожалению, Он предвидел, что будут такие люди. И Он здесь очень четко говорит: да просто ты сам не поступай по их делам. Это не значит, что ты должен во всем разочароваться. Это не значит, что ты должен отказаться быть частью Божьей невесты. Это не значит, что ты должен отказаться сегодня любить церковь так, как любит ее Иисус, и делать все для того, чтобы созидать церковь. Это не значит, что ты должен стать каким-то одиночкой, каким-то человеком, который сам в себе благочестивый, а вокруг все лицемеры. О, вокруг лицемеры. Говорят одно, делают другое. Нет. Иисус очень просто говорит: даже если ты встретился с такими людьми, просто не поступай по их делам. Не делай то, что делают они, а делай те, может быть, правильные вещи, которые они озвучивают. Делай их. Почему нет? Если это вещи, которые исходят из Писания. Итак, первое. Религиозный человек или человек, Иисус не приветствует таких людей как минимум. Первое. Это люди, которые говорят одно, делают другое. Если ты такой человек, ты любишь всех учить направо-налево, ты любишь всем объяснять, как жить надо, наблюдай за своей жизнью, смотри за своей жизнью. И лучше всего, если ты будешь что-то говорить в жизни других людей, наставлять других людей, учить других людей, если это будет твой личный опыт. Это самое сильное, чему ты можешь обучить других людей. Мы иногда говорим правильные слова, сами-то это не делаем. Мы иногда говорим классные вещи. Может быть, мы начитались каких-то книг, может быть, мы наслушались каких-то коучей, мы пересказываем их послания, но в нашей жизни это не работает. Это ничего не будет нести никакого смысла, там не будет никакой силовой нагрузки, за этим не будет стоять ни силы, ни власти. Поэтому делись с людьми только теми вещами, которыми ты сам живешь. Особенно для тех людей, которые очень много любят учить других людей. Учи из своей жизни, учи из своего опыта. Может быть, из опыта своих ошибок, может быть, из опыта своих падений. Ничего страшного. Мы таким образом вдохновляем друг друга, таким образом мы растем через это. Вторая вещь. Библия говорит: они требуют от других, чего сами не делают. Они взваливают неудобоносимые ноши, при этом сами пальцем не хотят пошевелить. Что это значит? Иногда мы требуем от других людей вещей, в которых мы сами не участвуем. Мы требуем, чтобы люди что-то делали. Мы требуем, чтобы люди молились какое-то время. Мы требуем, чтобы люди постились сколько-то дней в неделе. Мы требуем что-то от людей, каких-то духовных вещей. Но если мы сами этого не делаем, мы будем похожи на фарисеев. Так классно, когда ты приходишь куда-то, и ты говоришь людям только о своем опыте. Ты говоришь людям о том, как ты живешь. Это больше вдохновляет, чем просто навязывать людям какие-то правила, требовать от людей какие-то вещи, в которых мы сами не двигаемся, в которых мы сами не живем. Вот третий пункт мне вообще нравится. Они выставляют на показ свою набожность. Когда там говорится про коробочки, это вот такие вот, знаете, евреи, когда они молились, они на лоб себе цепляли такие коробочки. И в этих коробочках были места священного писания, у них были специальные одежды с кисточками. Они всем показывали свою набожность. Библия еще говорит, что они любили ходить и на углах улиц молиться, чтобы люди видели их набожность, чтобы люди видели их духовность. Сегодня у нас в христианстве немножко по-другому это, скажем так, набожность и духовность проявляется. Это больше можно назвать супердуховностью. Когда люди, они приходят в какое-то место, и они прям чувствуют атмосферу.
Вот он заходит куда-то, он смотрит на человека, он отсканировал этого человека. Он знает, какие у него проблемы, он знает, какое глубокое или мелкое общение у этого человека с Богом. Все, он видит все его там проблемы, грехи, он может ему указать на эти грехи. Некоторые приходят в какие-то собрания, а вот этот человек первый раз попадает на собрание. И вот он попал на собрание, и начинается вот эта супердуховность включаться. О, здесь я прям не чувствую Бога, здесь Бога нет, здесь все это просто религия, здесь формулы, в этом поклонении Бога нет. Не торопись, дорогой человек, не торопись. Не торопись. Может быть, ты сегодня становишься похожим на этого фарисея. Знаете, вот эта вот черта супердуховных людей, у них всегда на все есть ответы. С ними по любому поводу говорит Дух Святой. И это те самые люди, которые постоянное вдохновение имеют. Они такие энерджайзеры, прям вот Дух Святой, Он сейчас внутри них, и Он сейчас ими двигает. И все, что они делают от Духа Святого. Когда я вижу таких людей, я вспоминаю о том, что говорил Иисус Христос, что есть определенная категория фарисеев, которые так любят на показ, которые так любят выставить свою духовность, которые так любят выставить свою набожность. Если ты такой человек, я не знаю, что тебе сказать. Пусть Слово Божие сегодня для тебя говорит. Я думаю, здесь очень просто и до конца сказано, что и как Иисус относился к этим людям. Четвертое – это те люди, которые ищут человеческого одобрения, славы и влияния среди людей. Они хотят быть впереди всего. Они участвуют во всех пирах, тоях у нас говорят в Кыргызстане. Они прям везде хотят быть важными, хотят, чтобы с ними советовались. Они хотят быть впереди всего. Это люди, знаете, вот интересно, также Иисус говорит, это люди, которые любят, чтобы их называли учитель. Чтобы к нему не подходили, не говорили: Денис, как дела, привет, как ты там, жив, здоров? Учитель Денис. Или как у нас модно в христианском мире, пастор Денис. А лучше, чтобы я был епископ Денис. Как вы думаете, вот как вот на это дело посмотреть, как вот на этот вопрос, какой должен прозвучать ответ? Иисус предупреждал. Иисус говорил, какую бы ты позицию не имел сегодня, какие бы ты регалии сегодня не имел, сегодня мы в христианском мире между собой, мы братья и сестры. И когда ты приходишь, например, в какое-то новое общение, и ты, скажем так, ты знакомишься с людьми, ты представляешься, ты говоришь: меня зовут пастор Денис. Пастор — это фамилия или это отчество? Вот здесь всегда надо задать вопрос. Вы когда переименовались? Вы были всегда Швидко Денис, теперь вы пастор Денис. Друзья, это же те вещи, как раз о которых Иисус и учит. Никто мне никогда не докажет, никто никогда меня не переубедит в том, что когда мы собираемся вместе, мы всего лишь братья друг для друга. Да, в каждом общении, в каждой поместной церкви есть люди, которые пасут других людей. Да, есть люди, которые, например, кто-то для кого-то является пастором. Но это в том собрании. Если, например, у меня есть паства, в которой я являюсь, скажем так, епископом, старейшиной, пастором, но я пастор для этих людей. Я не пастор для всех тех, кто меня окружает вокруг, и это не титул, который я заработал годами своего служения. Это всего лишь позиция ответственности, в которой я сегодня нахожусь. Нам не надо путать и заниматься подменой понятий. Мы все друг для друга братья. Некоторые просто так оскорбляются, когда ты говоришь: брат там такой-то, или брат вот такой-то, или сестра вот такая-то. Какая у тебя сестра? Я магистр богословия. Я епископ, у меня там столько-то церквей, которые я насадил, которые я открыл. Брат дорогой, мы все в глазах нашего Отца, семья Божия, мы все братья и сестры. У нас есть только один наставник, у нас есть только один учитель, у нас только один пастырь и начальник, у нас только один Отец. И так классно, когда нам друг перед другом не надо ничем хвалиться, гордиться, превозноситься, а быть в простоте, любить друг друга и находиться в этих простых библейских взаимоотношениях. И пятая вещь. Там написано, что они постоянно ожидают почтительного обращения к самим себе, и они хотят быть на виду. Они хотят первенствовать. Тут не зря Иисус говорит: пусть каждый для ближнего своего будет слугой. Пусть каждый для ближнего своего станет тем человеком, который задается вопросом: как я могу послужить, что доброго я могу сделать этому человеку. Пусть в нашей голове не будет этих фантазий, которые были у этих религиозных людей. Они фантазировали о себе больше, чем они были. Они хотели всегда показать себя больше, чем они были. Они при любом раскладе хотели быть людьми какими-то
суперлюдьми, супергероями. Не дай бог, если кто-то узнает о том, что они сделали что-то неправильно. Не дай бог, если кто-то узнает о том, что они сделали какую-то ошибку. Как часто бывает, что на собраниях рассказываешь о каких-то своих залетах или о каких-то вещах, которые ты сделал неправильно, сказал неправильно. И знаете, есть категория людей, которые недоумевают. Они смотрят и говорят: зачем? Ты же пастор, ты же ты там пример для стада. Я пример в том, что мы все люди. Ты пример в том, что мы все люди. И когда мы проходим какие-то испытания человеческие, мы побеждаем их вместе со Христом. Или, может быть, мы первый раз упали, второй раз упали, на третий раз все равно поднялись. Это всегда вдохновляет других людей. А когда ты суперзвезда, когда ты супер крутой, то люди смотрят на тебя и думают: конечно, у него все получится, он все может, у него там прямое общение с Богом, а у меня простая человеческая жизнь. И люди перестают нас слушать. Друзья, я хочу, чтобы мы снова повторили эти 5 пунктов или 5 характеристик вот этого вот религиозного духа, религиозного сердца, которое, к сожалению, некоторыми учениками Божьими очень легко завладевает. Первое. Говорят правильно, сами этого не делают. Требуют от других, чего сами не делают. Мало того, что говорят, они еще требуют, чтобы другие люди это делали. Выставляют на показ свою набожность. Супердуховные, суперзвезды, все знают. На все у них готовые ответы. Иисус Христос прямо рядом с ними сейчас стоит. Все, прямо они его чувствуют всегда. Это такие люди, которые, вот у них многие вещи на чувствах. О, чувствую, Дух Святой пришел, о, загорелось, завертелось. Когда мы читаем, как ученики служили, там их только-только побили, например, Павел, его побили камнями. Он вот-вот, можно сказать, из могилы выкарабкался. Он при смерти был. Я не думаю, что он, кроме боли, что-то чувствовал другое. И он приходит в другой город, и он начинает дальше благовествовать, проповедовать. Не на чувствах наша вера основана. Мы же не наркоманы, которые ищут из этих постоянных каких-то чувств, чтобы нас торкнуло. Мы святые Божьи люди, которые строят свои жизни, которые строят свое служение только на Слове Божьем и только на вере в Слово Божие, не на чувствах. Вот супердуховные люди, у них все должно быть на чувствах. Ищут человеческого одобрения, 4. Славы и влияния среди людей. Здесь Иисус говорит: пусть каждый, кто этого ищет, станет для всех рабом или станет для всех слугой. Пусть станет невидимым человеком, который невидим и который просто делает самую черную работу. Многие люди, они сегодня, когда они приходят в церковь, и они зажигаются или загораются для Христа, будут трудиться для Бога, буду там начинать церкви, буду проповедовать Евангелие, изгонять бесов, буду там стадионы собирать. Классное желание, но все это начнется с того, что ты будешь заниматься самой черной работой, носить аппаратуру, может быть, заниматься съемками или там чистить туалеты в церкви, мыть полы перед тем, как придут люди, разносить вечерю, смотреть за порядком. Может быть, там Бог потом пошлет тебя заниматься бомжами или заниматься какими-то слоями населения, не самыми, знаете, перспективными, скажем так. Бог так делает. Или Бог так действует. Он начинает с самых низов. Он посылает нас туда, куда мы, как люди, зачастую не хотим. И чтобы мы начали с того, что мы делаем черную работу и учимся быть слугами для других людей. И 5. Ожидают почтительного обращения и хотят быть на виду. Почтение, оно не проявляется в том, что тебя назвали пастор или там епископ, или тебя назвали каким-то, может быть, супердуховным там словом, реверент. Может быть, тебя еще как-то, ты просишь, чтобы люди тебя называли там кандидат богословских наук. Я не знаю, у кого какие запросы. Почтение не в этом проявляется. Почтение к служителям Божьим проявляется в том, что ты слышишь сегодня Слово Божие, ты слышишь сегодня вещи, которые исходят из Слова Божьего. И я знаю, что у многих возникают такие мысли: я по-другому думаю, чем думает Денис. Я по-другому смотрю на вещи, чем думает или чем говорит Денис. Да это классно. Но почтение ко мне в том, что ты прислушиваешься к Слову Божьему, которое я провозглашаю. И это самое главное почтение, которое ты можешь выказывать служителям Божьим. Ты уважаешь, ты почитаешь их, когда ты слышишь Слово Божие в их устах. И ты просто на это Слово Божие обращаешь внимание. И ты, соответственно, этому Слову Божьему начинаешь меняться. Даже откладывая свое собственное мнение, даже откладывая свои собственные взгляды. Друзья, я понимаю, что есть еще некоторые вещи, которые я хотел бы сказать о религиозных людях. Мы перенесем это на следующую нашу часть. Добра, благословений. Пусть в вашей жизни все
с Богом получается. Аминь.